меня в руках книга с рецептами коми народной кухни. Читаем: картофель запеченный, прожитый картофель, картофельное пюре, картофельная запеканка, дичь с картошкой, мясо с картошкой. Картофель прочно вошел в коми народную кухню, и вряд ли сейчас вообще кто-нибудь себе может представить жизнь без картофеля. А вот в Национальном музее Республики Коми на экспозиции есть вот такой похвальный лист. Подписан он не кем-нибудь, а министром государственных имуществ, генерал-адъютантом графом Киселевым. И выдан этот похвальный лист в 1849 году, всего 150 лет назад, ударскому крестьянину Аверкию Калинину за то, что он содействовал в разведении картофеля. И не только похвальный лист выдан, но и денежная премия, очень большая по тем временам, 15 рублей серебром. Спрашивается, за что же награждали всего 150 лет назад? Неужто только за содействие в разведении картофеля? И вот конец 20 века. Мы с вами в центре Сыктывкара. За нами необъятные картофельные плантации сыктывкарцев. А рядом со мной историк, доцент СГУ Петр Павлович Котов, специалист по истории земледелия в Коми-крае, вот автор книги о земледелии в Коми-крае. Обычно разведение картофеля и в России, и в Коми-крае в том числе связывает с Петром Первым. Однако существует и другая точка зрения о том, что картофель на севере появился раньше, чем в центральной полосе, раньше, чем на северо-западе. Связано это было с тем, что при Иване Грозном голландские и английские купцы получают довольно значительные льготы по торговле, распространению там товаров, в том числе и некоторых зерновых сортов, там, культур и так далее. Их фактории к середине 17 века появляются уже в районе Великого Устюга. И вот именно в 17 веке до нас доходят такие первые смутные сведения о том, что картофель появляется. По крайней мере, в месте слияния Вычегды и Сухарны. То есть можно предположить, что и в какой-то степени некоторые из Коми, наверное, были знакомы. Далее Петр Первый. Но Петр Первый, также я считаю, что с ним не совсем правильно связывать разведение и распространение картофеля. Дело в том, что он завез очень небольшое количество этого картофеля, и оно было распространено среди населения, главным образом, Петербургской губернии. Это даже не дошло до второй столицы, ну, тем более, я думаю, и до севера. А вот более серьезное внимание на эту проблему, связанную с более глобальной проблемой обеспечения населения продуктами питания, проблема выживания, в том числе крестьянского населения, это скорее уже середина 18 века. Проблема тут не в том, что правительство уж очень заботилось о крестьянстве, о населении простых сословий, а вопрос был в том, что любой выморочный год приносил громадные убытки, потому что население просто-напросто не могло платить налоги. Поэтому правительство Екатерины II, осознав важность вот этой новой сельскохозяйственной культуры, в 1765 году издает специальное наставление, оно так называлось, подписано было от имени правительствующего Сената. Это 31 дня мая месяца 1761 года. Там расписывалось все четко, как от начала, как готовить почву и до того, как практически хранить этот картофель. Когда появляется очередное наставление 1797 года в Архангельске, в Мизени и даже в Печорском крае, попытки распространения картофеля вновь активизируются. Петр Павлович, тогда почему же через 50 лет после столь ценных указаний и попыток крестьянину Аверкию Калинину судари выдали похвальный лист и денежную премию солидную за то, что он способствовал распространению картофеля? Вопрос в том, что вот эти все попытки до 1840-х годов, да,
они были, ну, в большей степени не политикой, не системой в распространении картофеля. Это во многом была инициатива губернаторов или частных лиц. По поводу, скажем, частных лиц в Коми крае, у меня, например, есть сведения, что уже в 1766 году некто там Ивашка, там фамилия не указан, уже каких-то там 3 земляных яблока завез. То есть это частные лица или, в конце концов, частная инициатива местных властей. А вот начиная с 1842 года в казенной деревне, это казенные крестьяне, которые на севере представляли главную часть населения, а в Коми крае это более 90% населения, и удельные крестьяне, в удельной деревне, то есть среди удельных крестьян, с 1842 года вводится обязательная посадка картофеля не менее 15 квадратных сажений в поле. И как крестьяне отнеслись к этой инициативе правительства? Ну, скажем, наши соседи, Вятская губерния, вся восстала. В целом вся губерния. Практически не действовала ни один орган власти в течение 2–2,5 месяцев. То есть это было очень серьезно, такое волнение. Да и в других губерниях это также. Поначалу, в 1841 году, это было сделано в 38 губерниях. И вот тогда начались эти так называемые картофельные бунты. В 1942 году решено было среди всех государственных казенных крестьян и удельных, вот о чем я говорил, обязательные посадки 15 сажений среди всех, во всех губерниях, в том числе в Коми крае. Далее, но правительство осознало, что нужен не только кнут, нужен и пряник. В связи с этим, в том же 1842 году было определено, если крестьянин в поле высевает на мужскую душу более 15 квадратных сажений и получает урожай выше, чем в среднем по губернии, в которой он проживает, тогда эти крестьяне награждались. Во-первых, были введены золотые и серебряные медали, во-вторых, денежные солидные премии. Премии, которые были от 10 до 15 рублей. Ваш пример говорит о том, что данный крестьянин получил какие-то очень замечательные результаты, потому что премия высшая. Я должен здесь оговорить еще один момент. Успех был налицо в основе своей. Как сказать, среди большинства крестьянских хозяйств был настолько, так сказать, виден, что вот как раз в 1849 году и премии, и медали были отменены. А тогда чего же крестьяне бунтовали-то по первоначалу? Что же они такие дураки были? Картошка же отличная вещь. Это была совершенно новая культура. Что значит например... У нас ведь некоторые до сих пор не могут кушать бананы и считают, что это мыло там и так далее. То есть они ведь даже их не выращивают. А что значит, если бы нас здесь попытались выращивать, может быть, не бананы, а вот... Кукурузу ж выращивали. Кукурузу это другое дело. Тут уже чисто насильное, причем, может быть, та культура, которая как раз на севере не могла прижиться. И здесь еще один момент. Скажем, если обратиться к другой сельскохозяйственной отрасли. Свиней, например, на севере практически не было. Очень было мало. А вот когда тот же административный метод насильно заставили после 1917 года, смотрите, что мы сейчас имеем. Так, возвращаемся, как говорится, к картошке, да? Еще один момент, я должен сказать, для меня, например, достаточно любопытный. Я с детства помню, что вот когда распространялась картофель, а как правило, это с Петром Первым, опять же, было связано, повторюсь, крестьяне, они были такие, что не знали, и взяли там, срезали вот эти верхнюю часть, травились и так далее. Я сколько, проводил изыскания в архиве, я таких фактов ни одного не встретил. Мы учтем, я повторяю, было наставление 1765 года, в течение 2 лет в каждой церкви при любых молитвах это наставление зачитывалось священниками в обязательном порядке. А, скажем, в 1844 году появляется еще одно наставление, изданное и любопытное с нашей точки зрения какое. Там дается главная, ценность, может быть, этого наставления, второго, 1844 года. То, что там сделан упор
о пользе картофеля. И довольно большая глава посвящена, как из картофеля делать самогонку. И это было, ну, как бы, даже не то, что не запрещалось, а поощрялось. Это продукт картофелеводства. Если я не ошибаюсь, именно это постановление было переведено коми-крестьянином Филиппом Якимовичем Поповым на коми-язык, за что он тоже получил благодарность. Да, именно оно. Это было первое постановление о картофеле, документ на коми-языке, кстати говоря, переведенное трудами замечательного коми-крестьянина Филиппа Якимовича Попова. И последний вопрос. А когда все-таки картошка стала обычным делом-то у нас? Обычным делом, я думаю, что она стала в начале 20 века, когда посевы уравнялись с озимыми. Вот в это время, рубеж 19 начало 20 века. Значит, картошка в нашем крае довольно молодая культура. Да. И вот что интересно, когда крестьян заставляли по первому времени сажать картошку, сажать-то они ее сажали. Приказ начальства есть приказ. Только на всякий случай не выкапывали. Ну а теперь у нас наоборот. У нас стараются ее выкопать, но не сажать. Сажают пускай другие. Так меняются времена и нравы.